Добрый вечер. В эфире телеканала ТР. Вы смотрите программу «Прайм Мацарский». В студии я, Юрий Мацарский. Сегодня я не один. Ко мне сегодня пришла гостья Марианна Присяжнюк, журналистка издания «Главком». Марианна, приветствую вас. Спасибо большое, что пришли. Добрый день, спасибо. Марианна не так давно была с нами на связи из Кишинева по скайпу, несколько недель назад. Мы тогда, я напомню, обсуждали прошедшие в Молдове парламентские выборы. Вот сейчас Марианна пришла, что называется, живьем, потому что есть что обсудить, есть, например, много таких похожих историй, связанных с мирным урегулированием приднестровской проблемы и того, что идет у нас в Минске, вернее, вот сейчас это виртуально, минские переговоры по вопросу деоккупации украинского Донбасса. Но начать я бы хотел не с вот этих вот каких-то мирных инициатив, не с попыток деоккупации украинской территории и сравнения происходящего у нас с тем, что происходит в Приднестровье, в Молдове, а хотел бы начать с... Вот на этой неделе идет Генассамблея ООН в Нью-Йорке, и там, помимо прочего, выступал президент Соединенных Штатов Джо Байден, и он рассказывая о том, как мир борется за демократию, за права человека, привел Молдову в качестве примера успешной борьбы за демократические ценности. Причем я вот посмотрел, он фактически слово в слово повторил свою речь, по-моему, образца 2011 года, когда он в качестве вице-президента Соединенных Штатов посещал Кишинев. Что это такое? Это случайное совпадение или действительно и тогда, 10 лет назад, и сейчас, в 2021 году, Молдова демонстрирует какие-то такие серьезные победы в деле осуществления каких-то демократических процессов? Спасибо за ваш вопрос. Прежде всего, я действительно считаю, что это очень важно обращать внимание, что происходит в соседнем государстве, особенно после смены властей. Ну и возвращаясь к сути вашего вступительного слова, на мой взгляд, это скорее поощрение и кредит доверия, который Запад демонстрирует Республике Молдова. Очевидно, что еще прошло недостаточно времени, чтобы мы могли оценить с точки зрения и реформ, и демократических процессов реальный результат, который продемонстрировать могла бы новоизбранная власть. Да, Майя Санду была избрана в конце 2020 года, я напомню, но вот к такой реальной работе коалиция, которая пропрезидентская коалиция, которая пришла в конце концов власти по итогам июльских парламентских досрочных выборов, она только начала какие-то делать шаги. Да, некоторые вопросы, как реформа юстиции, сейчас очень активно продвигаются, и даже звучит критика о том, что власть Майи Санду очень демонстрирует жесткую политику, нарушая определенные стандарты и игнорирует гражданское общество. Я думаю, мы обсудим более подробно это дальше. Но я бы сказала, что все-таки речь Байдена — это демонстрация готовности и лояльности Запада к власти Майи Санду и хороший сигнал для Молдовы. Ну вот 10 лет назад это же тоже был сигнал. Кому тогда был сигнал? Владу Филатову или кому-то еще в власти? И я так понимаю, что, наверное, американцы потом, увидя, кто пришел дальше в Молдове к власти, наверное, были в чем-то разочарованы, когда увидели откат от каких-то таких общепризнанных демократических ценностей, когда увидели разворот в сторону России, когда увидели попытки, как-то так переиграть те достижения, которые, тем не менее, в Молдове были все-таки те достижения, к которым Молдове удалось прийти. Безусловно, я могу сейчас ошибаться в каких-то временных рамках, но если вы уже вспоминаете Влада Филата, безусловно, это считалось проевропейское управление, проевропейская власть. Более того, даже при власти господина Воронина, когда коммунисты имели большинство в парламенте, вот сейчас, кстати, проводят параллели, что только Воронину удавалось при его каденции сконцентрировать мощь и президентскую в своих руках, и иметь полную поддержку в парламенте. Но даже при коммунистах, которые традиционно в нашем регионе считаются левыми партиями, у нас все перевернуто доктринально, то господин Воронин сделал очень много для европейского курса, для сближения с НАТО. Ну, это уже детали. Кстати, извините, давайте, коммунисты, Воронин
человек, который активно эксплуатировал там всю вот эту вот, как у нас какие-нибудь ОПЗЖ, а до них КПУ, активно эксплуатировал такую вот ностальгическую волну, использовал ну там тягу части населения к чему-то советскому. А оказывается, он все-таки занимался там разворотом страны в сторону Европы. Как это вообще возможно? Я бы не вешала ярлыки по поводу разворота в Европу, потому что у Молдовы немножко другое геополитические обстоятельства, геополитическая удавка, нежели у Украины. И Молдова, будучи такой по размеру, как почти как Киевская область, ну, чуть больше, конечно, я утрирую, ей гораздо тяжелее лавировать. Но вот я вам наведу конкретный пример, что это именно господин Воронин не подписал, не повелся на известный меморандум Козака о федерализации Молдовы, если мы вспоминаем, ну, фактически главную проблему, приднестровский вопрос, то это заслуга господина Воронина. Да, в то же время он эксплуатировал тему про российской ностальгии, советской ностальгии. Но если говорить с точки зрения политических технологий, возможно, в этом есть какой-то смысл. Но мы журналисты, мы смотрим на факты, поэтому факт в этом. Ну, наверное, стоит искать общий язык со своими избирателями, а не рассказывать им, каким языком разговаривать. Но я думаю, это уже другой уровень. А это вот такая любимая фишка, да, любимый конек, значит, российских властей, оккупационных властей, федерализация. Вот они ко всем приходят, кого только не захватили, кого только не убивают, кого только не насилуют, где только не мародерствуют, и говорят, давайте федерализацию. В Грузию вошли, значит, в лаптях, давайте федерализацию. Ведь они же тоже на этом настаивали. И там действительно были планы федерализации. Они настаивали, еще, по-моему, при Шеварднадзе, на там какой-то широкой автономии для целых частей Грузии. Вот они пришли с этими планами федерализации в Молдову. Они даже вот этих убийц и насильников в Украине поначалу называли сторонниками федерализации. Это, в общем, достаточно часто было определение. Ну, то есть это явные были бандиты, но их российские политики, российские так называемые журналисты называли сторонниками федерализации. Как далеко удалось пройти, продвинуть вот эту вот идею федерализации россиянам в Молдове? И вообще удалось, и они не отказываются до сих пор от этой идеи? Я не думаю, что они отказываются, но я знаю, что в Молдове это все-таки имеет негативную коннотацию. Ну, согласитесь, если говорить в принципе о федерализации, тут имеет значение и размер государства, и как устроена власть конституционно. То есть, возможно, в каких-то случаях это имело бы какой-то эффект. Но если говорить конкретно о Молдове, ну, куда уже дальше федерализировать? Страна очень маленькая, и за 30 лет не удалось, к сожалению, сформировать управляемые эффективные государственные институты. И еще Россия предлагает разбить, дробить и то, что есть, учитывая то, что у нас есть и Приднестровье, ну, на этой базе, собственно говоря, и Гагаузия, которая имеет автономный статус. То есть это фактически просто размыть все существующие вертикали власти. И этому очень, кстати, к этому способствовал бы при негативном развитии референдум 2016 года, если не ошибаюсь, после которого президент стал избираться всенародно. То есть фактически это привело к затяжному политическому кризису, потому что когда Конституция была выписана таким образом, что президент назначался парламентом, и таким образом обеспечивался баланс властей. Поэтому сейчас мы и наблюдаем, что когда президента избирают отдельно, парламент избирается отдельно, они не могут прийти к консенсусу очень долго, и каждый раз страна оказывается в такой ситуации. Теряется время, теряются деньги, радикализируется общество. Это все эффект вот такой долгосрочной стратегии России в отношении Молдовы, пунктом Б, которой есть, конечно, федерализация. Ну, я желаю нашим соседям, чтобы им удалось построить такую страну, которую они хотят. Вот если мы посмотрим на то, как ведет себя Россия по отношению к оккупированным украинским территориям, хочу потом сравнить с тем, как она ведет себя по отношению к оккупированным территориям Молдовы. Вот есть оккупированный Крым, и Россия, ну, если вот так утрированно говорит, ну да, мы оккупировали, мы забрали, и не хотим это обсуждать. Есть оккупированный Донбасс, и Россия говорит, ну, мы оккупировали, но делаем вид, что мы не оккупируем, и готовы обсуждать. А это вот два таких полюса
украинской проблемы, проблемы украинских оккупированных территорий. А где между этими двумя полюсами или на каком-то из этих полюсов позиция России по отношению к Приднестровью? Как она себя ведет? Кем она себя изображает в истории с оккупированным Приднестровьем? А, Очень сложный вопрос, комплексный. Ну, начну с того, кем изображает себя Россия. Кремль позиционирует себя как миротворца. То есть, естественно, это, учитывая, что там находится оперативная группа войск, Российских? да, российских, помимо миротворческой миссии. То есть этот момент очень важно понимать. Если Россия говорит, что мы миротворцы, мы обеспечиваем мир между двумя берегами, речь идет о миротворческой миссии. Но как можно говорить о том, что Кремль выступает миротворцем, если там еще стоит 14-я армия 30 лет? То есть вот я подвожу к тому, что Россия целенаправленно ведет политику двойных стандартов в Молдове. Но и не только по отношению к Кишиневу, по отношению к Приднестровью тоже. То есть в 2016 году, например, был референдум о том, как жители левого берега неподконтрольного Приднестровья относятся к Российской Федерации, и был поставлен вопрос о присоединении. Конечно, как мы сейчас знаем, ни о каком присоединении речи не шло, и это был просто политический эксгибиционизм, извините. То есть даже то, что этот референдум, я не сомневаюсь, что этот референдум прошел под кураторством и российского посольства, и Кремля, и то есть там есть люди, которые занимаются непосредственно молдавской тематикой, это да. Но даже во время недавнего визита господина Козака в Кишинев в конце лета, я, к сожалению, не назову точную дату. Но это не так важно. Да, То есть... он отметил, что Приднестровье является внутренней проблемой Молдовы. Но они, как Россия, готовы способствовать ее разрешению. Пожалуйста, способствуйте. В 1999 году вы были частью декларации Стамбульского саммита, где говорится о том, что российские войска, я имею в виду оперативную группу войск, Россия должна вывести до 2002 года. Меня удивляет, почему в Молдове не звучит этот вопрос от моих коллег. То есть информационное освещение Приднестровья, оно проигрывает по поводу... Вот мы с вами уже это обсуждали, кстати, вы правильно заметили, что вот мы держим на повестке и Крым, и Донбасс, это очень правильно. Мы продвигаем в мир наше видение, нашу позицию, которая основана на международном праве. У Молдовы есть огромная база аргументов правовых, которыми она может апеллировать к России и требовать каких-то реальных шагов. Этого не происходит, потому что и СМИ, и политический класс, они пассивны в отношении этой темы. Возможно, это связано тоже с информационной кампанией. Я бы не хотела так возлагать ответственность. Конечно же, мы многих вещей не знаем и не понимаем, будучи не гражданами этой страны, как минимум. Но приднестровскую тематику двигают единицы. Это правда. И попасть в какой-то процесс, увидеть его своими глазами, просто получить доступ к информации очень сложно. Если позволите, я здесь хотела бы рассказать о своем опыте. Конечно, да. Аккредитации в ОКК. ОКК — это объединенная контрольная комиссия, которая как раз и осуществляет надзор, мониторинг, управление миротворческой миссией и зоной безопасности. То есть, согласно принципам приднестровского урегулирования, ОКК обеспечивает этот мир, о котором говорит Россия. Есть миротворцы, да. И вот эта вот комиссия следит за тем, чтобы миротворцы не мародерствовали, а действительно занимались миротворческой какой-то деятельностью. Да. При комиссии есть пресс-центр, и при нем нет ни одного журналиста. А зачем нужен пресс-центр, если там нет ни одного журналиста? Что это за такая вещь в себе? Вы знаете, я этим вопросом тоже задалась, когда вот последняя моя командировка началась в Молдове, и я попыталась аккредитироваться в ОКК. Вот сразу на вас, как на журналиста, вот давление оказывается, зачем вам это надо?
30 лет там ничего не происходит. Это неправда. Даже если там ничего не происходит, мы должны показать процесс с лицом, каким он есть. Дальше вот у нас есть регламент. По регламенту пресс-центра центр создается сторонами. И, внимание, делегат, который управляет пресс-центром от России. То есть и Россия управляет информационной политикой в отношении ОКК. То есть я хочу понять, значит, россияне присутствуют там как совершенно в открытую, как военные. Россияне присутствуют там, я имею в виду в Приднестровье, присутствуют там как под личиной миротворцев. Плюс ко всему те люди, которые должны осуществлять контроль над этими самыми миротворческими силами, это тоже россияне. И кого-то со стороны они не пускают, придумывая себе миллионы отмазок. Как они продавили Кишинев, как они продавили, может быть, каких-то международных, значит, еще каких-то посредников на вот такую роль. Как они смогли, в принципе, все под себя-то подмять. И это важный урок для того, чтобы потом они не смогли подмять под себя там переговоры по Донбассу, не смогли подмять под себя переговоры по деоккупации Крыма, Крымскую платформу. Ну, то есть мы же должны понимать, мы должны учитывать опыт наших соседей, потому что мы в похожей ситуации тоже находимся. Главные договоренности стороны конфликта, а я напомню, это Кишинев, Тирасполь и Россия, хотя она не всегда называет вещи своими именами, были заключены в 90-х годах. Принципы прекращения огня, принципы урегулирования Приднестровского конфликта, если я не ошибаюсь, в 92 году были заключены. И до 97 года также стороны приходили к определенным соглашениям, были меморандумы, в том числе и Румыния, там в одном из них фигурирует как меморандум о понимании военных наблюдателей. Где Румыния? Почему они не волнуются этой проблемой? Это тоже их границы, это тоже очень интересный вопрос. Поэтому я думаю, что такого опыта, как сейчас, на то время не было. И если говорить об опыте Молдовы, который могла бы Украина для себя извлечь, безусловно, это отправные точки. Но сейчас, в настоящее время, мне кажется, что и Молдове есть чему, что почерпнуть из украинской проблематики, из грузинской проблематики. Дело в том, что мы застряли на процедурах. Я говорю, как мы граждане этого региона, которых касается вопрос безопасности и Приднестровья, и Донбасса, и Крыма. Вот процедура, и мы исследуем. Но подождите, давайте, чтобы, как говорится в философии, закон должен отвечать духу, а не букве. То есть россияне очень сильны в этих буквах. То есть они за каждую букву будут требовать. Но нужно менять обстоятельства, в которых этот закон заиграет по-новому. Нужно торговаться. Что делать с этой самой ОКК, с этой комиссией, которая фактически препятствует контролю? Вообще, можно ее как-то обойти? Ведь вы же бывали, сами ездили туда, в Приднестровье, без всяких аккредитаций от этих самых наблюдателей, без всяких разрешений от этой комиссии. Может быть, и не нужно тогда пытаться к ним туда влезть? Почему не нужно? Нужно оказывать нужно показывать, что это интересует журналистов, нужно показывать, что это интересует прессу. Откуда мы тогда будем получать информацию? Я уже отметила, что вот пресс-центр им руководит российский делегат. То есть не Кто он молдавский. такой, кстати? Между прочим, это журналист РИА Новости, который отвечает за координацию с прессой. Точнее, за отсутствие координации с прессой, потому что я уже сказала, что там нет ни одного журналиста. Ну, РИА Новости это же не настоящая медиа. РИА Новости, по-моему, сейчас, кстати, РИА Новости уже не существует. Теперь это все холдинг «Россия сегодня», который возглавляется небезызвестным, чуть не сказал плохое слово, этим самым Дмитрием Киселевым, человеком, который не занимается журналистикой, занимается пропагандой, человеком, который занимается там распространением ненависти, украинофобии, ненависти к Западу, исламофобии, всеми возможными историями он занимается. И, соответственно, те люди, которые являются его наместниками, скажем так, где-то там за пределами Российской Федерации, они отвечают за распространение этой самой дезинформации, за распространение ненависти, а вовсе никак не работой в рамках, я не знаю, обычной журналистской практики. Я могу ошибаться, но, по-моему, так оно и есть. Я думаю, что вы совершенно правы, и я бы сказала даже больше, что не только распространением дезинформации, а планированием целых информационных кампаний. Вот, между прочим,
Сейчас господин Красносельский, лидер тираспольских властей. То есть это глава никем не признанной Приднестровской, Да, этой самой Молдавской да. республики. То есть лидер этого сегмента провел встречу в Москве после выборов в России, которые прошли в том числе и на территории Приднестровья. И накануне выборов лидером Приднестровья, которые будут в декабре. И вот это все сейчас обрастает информационной кампанией по дискредитации Кишинева как стороны переговоров. И я очень рекомендую поинтересоваться этим исследованием на StopFake, где анализируются все нарративы, которые... Это все очень связано. То, что происходит на политическом уровне, и то, что происходит на уровне безопасности, на уровне приднестровского урегулирования. Я не просто так говорю, что это поле торга. И это поле торга затрагивает и вопрос украинского Донбасса, и вопрос перезагрузки политической системы Молдовы. И для России это окно возможностей использует. И Молдова и Украина тоже должны этим пользоваться. Если уже сложились такие обстоятельства, нужно проводить политику компетентно, в своих интересах, а не руководствоваться бумажками, которые написаны в 92-м, извините, в 97-м году. Регламент — это хорошо, но нужно, значит, предлагать изменения в своих интересах. И, кстати, вот благодаря вашим вопросам, вот идея есть, кстати, вот этот меморандум Меморандум о понимании между военными атташе Украины, Молдовы, Румынии, России. Это он был принят тоже, так понимаю, да, где-нибудь лет по-моему, 20, а то и больше назад. Это 97-й год. Больше. Да. Возможно, он называется немножко по-другому, но суть как раз в участниках, между которыми он заключен. Почему бы этим людям не объединиться на основе этого меморандума, и если ОКК настолько закрыт, откройте нам этим меморандумом другое окно возможностей, чтобы мы, журналисты, получали информацию, чтобы мы имели доступ видеть своими глазами и рассказывать своим читателям, что происходит. Меня интересует, как украинского журналиста, что происходит у границ нашего государства. Это, безусловно, и когда им выгодно, они кричат о внешних, в кавычках, экономических связях с Украиной. Когда им не выгодно, они говорят, что здесь забыла украинская журналистка. А есть какие-то тесные связи между вот этим никем не признанным Приднестровьем и Украиной? Если они есть, то как они регулируются? Ну, мы же не можем, там, я не знаю, признать, по большому счету, сепаратистский анклав, который напрямую управляется из Москвы. А мы понимаем, что он управляется из Москвы. Вот этот вот самый Красносельский, о котором вы сейчас вспоминали, он точно так же, как главы бандитских формирований, вот этих вот образований, прошу прощения, созданных в Украине на территории Донецкой и Луганской областей, он, не скрываясь перед камерами, голосовал на российских выборах в Думу, то есть он российский гражданин. Соответственно, все мы прекрасно понимаем, почему они голосуют и почему это так активно освещается. Это, абсолютно российские шестерки, российские прикормленные прихвостни. И тем не менее, оказывается, у Украины есть с ними какие-то экономическое взаимодействие? Это же хозяйственный уровень взаимоотношений. Так. А на политическом уровне и господин Зеленский, и госпожа Санду по итогам совместных встреч не раз говорили о том, что вопрос коррупции будет активнее продвигаться, решаться. Я не знаю, к чему они придут в итоге, но 1 сентября уже был введен запрет на въезд в Украину автомобилей и транспорта на так называемых приднестровских номерах. И это реальный шаг. Это реальный шаг для обеспечения свободы передвижения тех же приднестровских граждан, которые, я подчеркну, заложниками есть в этой ситуации. И, конечно, вот если говорить об экономических отношениях, конечно, они покупают что-то в Одессе, они ездят туда на море, какие-то мелкие бизнес-контакты. Но есть и огромная, крупная коррупция, в которой лидирует и... Трансграничная? Конечно. Конечно, об этом говорят открыто и в Украине, и в Молдове. Как будет это расследоваться, будем наблюдать. Но даже вот Приднестровье не в шутку уже даже называют республика Шериф. Это холдинг, который фактически монопольно владеет всем, начиная от футбольных команд местных, заканчивая мобильной связью, интернетом и тому подобными сервисами для людей.
Я хочу все-таки продолжить вот это вот начатое уже начатое нами сравнение Приднестровья с оккупированными украинскими территориями. Вот хочу на чем хочу сосредоточиться. Значит, вот эти вот марионетки российские в оккупированном Крыму и их информационная обслуга рассказывают, как они продают Украину крымчанам и тем людям, которых завезли сейчас на полуостров. Вот смотрите, там, если бы мы так если бы нас не оккупировали, если бы сюда не пришли, значит, российские оккупационные силы и не включили нас в состав Российской Федерации, была бы война, как сейчас на Донбассе происходит война. Как продают вот эти вот, значит, шестерки путинские в Украину, или, вернее, там, антиукраинские настроения местным жителям. Если бы, значит, мы остались в составе Украины, если бы мы не подняли войну, здесь бы было бы еще хуже, вообще был бы кошмар, были бы памятники Бандеры, наших бы детей заставляли учить стихи Шевченко. Кошмар, кошмар, этого допустить ни в коем случае нельзя. Почему-то. Но они это продают уже вон 8-й год. Как продают, собственно говоря, свой невнятный сепаратистский статус уже 30 лет власти так называемого Приднестровья? На чем они строят или пытаются строить собственную легитимность и собственную отдельность от Молдовы? Вы знаете, трафарет, логика мышления одна и та же. Это разжигание межнациональной, межнациональной, сеяния вражды и тому подобное. Единственное, что в Молдове, конечно же, есть местные особенности. Это присутствие Румынии. И вот если вот вы вспомнили у нас, вот лишь бы не Шевченко, то в Приднестровье даже стоит памятник Шевченко, лишь бы не Минеску, лишь бы не Румыния. Я могу ошибаться, потому что, знаете, очень многие вот деятели... Это единое культурное пространство, очень многие деятели, там, и молдавские, или румынские, но суть в том, что сохранить молдавскую культуру вот периода Советского Союза, то есть это кирилличный румынский язык, то есть классический румынский язык переведен на кириллицу, можете себе представить? И на этом выросло целое поколение. И, между прочим, вопрос образования – это одна из важнейших проблем, которой занимаются местные правозащитники. И, насколько я знаю, там не один скандал был по поводу школ, по поводу закрытия школ со стороны режима, где есть возможность обучаться нормальной грамоте. Все делается, чтобы выдавить румыно-молдавскую культуру. То есть русифицировать. И если вы приедете в Приднестровье, да, туда можно заехать, но начнете говорить на румынском, а можно по-русски. Никто с вами не будет говорить на румынском. В селах, да, люди знают, сохраняют каким-то образом. Вот так это передается. Культура через партизанщину. То есть как на оккупированных Россией территориях сделано все возможное для того, чтобы просто вот зачистить культурное пространство от всего украинского, и памятники уничтожаются, и учебники убираются куда-то, и непонятно, и книги изымаются. Тут похоже, или вообще прям точно такое же действия, но уже такие же действия, но уже в отношении румынской культуры происходят на территории Приднестровья? Да, логика та же. Я бы здесь вот два ключевых фактора выделила бы. Это борьба против культурного наследия и милитаризация общества. То есть нагнетание постоянной тревоги, что вот Кишинев нападет, вот это постоянное переодевание детей по случаю и не по случаю в эту советскую форму, георгиевские ленточки, танк на въезде в Тирасполь, идеализация миротворцев российских военных. То есть вот с этим параллели есть антикультура и милитаризация. 30 лет они продают вот эту вот историю о том, что в кольце врагов сейчас на нас нападут. И 30 лет люди верят в это, покупаются на это? Вы понимаете, это если общество нормально функционирует, со здоровыми институтами всеми, есть СМИ, есть процедура, как себя защитить, работает судебная система, и вам что-то такое говорят, конечно же, вы подумаете, что, да, боже, какой ужас, неужели кто-то на это ведется? В обстоятельствах, где фактически сложился вот такой социальный вакуум, где ничего нет, кроме пропаганды, ничего абсолютно.
это единственное, что остается вот поглощать на уровне мозга. Человек должен что-то поглощать в информационном плане. В голове не может быть пустота. То есть если этим не занимается само общество, этим занимается пропаганда. И таким местом она достигает сердца. Как-то одна наша коллега мне как раз рассказывала о том, что жители оккупированных территорий Украины настолько в токсичном информационном находятся окружении, их настолько обрабатывают, что крымчан, что жителей Донецка и Луганска обрабатывают такой массированной дозой едкой, очень опасной антиукраинской пропаганды, что они действительно, даже те, которые никогда не разделяли каких-то вот этих вот идей там русского мира, даже те, которые никогда бы там прежде не подумали о том, что, значит, что-то такое может произойти из того, что происходит сейчас, я имею в виду оккупация, я имею в виду война и так далее, что вот даже те люди, которые были максимально далеки от этой вот российской повестки, потихонечку ею пропитываются, потихонечку начинают, если не во все верить, то частично вот в этот яд начинают верить. И для того, чтобы этого не происходило, для того, чтобы спасти тех людей, кого можно спасти, она как раз говорит, надо общаться там, по телефону, через там, соцсети, через мессенджеры, каким-то образом пытаться доносить до людей историю о том, что все совсем не так, или не совсем так, как вам рассказывают вот эти вот ваши оккупационные медиа. А каким-то образом до жителей Приднестровья удается достучаться тем же самым молдавским СМИ, тем же самым людям из Молдовы, может быть, каким-то некоммерческим фондам или организациям, которые хотят все-таки каким-то образом вернуть не только территории, но и умы и сердца людей назад к той стране, которая, так или иначе является их родиной. Я знаю случаи, когда молодежь с Приднестровья, молодые люди едут учиться в Румынию, например. Очень многие едут в Молдову, многие едут в Украину. И это альтернативная повестка, которую они получают, информационная даже. Она, конечно же, будет иметь эффект и разбавлять как-то ту пропаганду, в которой они развивались, росли. И, возможно, это будет иметь какой-то результат в среднесрочной перспективе или, может раньше. Но я здесь хотела бы подчеркнуть вот такой момент. Есть такая стратегия урегулирования малых шагов. То есть речь идет о том, что Молдова признала, формализировала признание приднестровских дипломов молодых людей, которые учились на левом берегу. То есть, да, помним, что учеба там на русском языке, а если на молдавском, то вот таком гибридном молдавском. Это, конечно же, облегчает молодым людям выезд на подконтрольной части Молдовы и в дальнейшем куда-то в Европу или куда-нибудь. Признание помогает, признание дипломов помогает. То есть регистрация вот этих же нейтральных номеров, которая дает людям возможность легально ездить в Украину, в Молдову, дальше в Европу. То есть вот такая политика мелких шагов, которая на законодательном уровне как бы поглощает, растворяет изоляцию, которую создает приднестровский режим. Извините. Этот подход очень часто критикуют, потому что он исключает вот такого радикального требования, взывания к справедливости, я бы сказала, в такой медийной форме, потому что все-таки очень много людей чувствуют несправедливость по отношению к себе в сложившихся ситуациях, и они не понимают, а почему мы должны признавать эти дипломы, почему мы должны давать им нейтральные номера, мы должны их блокаду, и все, пусть там как живут, так и хотят. Да, к чему это приведет, сложно сказать. Но вот эта стратегия, о которой я говорила выше, вот она есть, и на мой взгляд, это, если мы обсуждаем, как побороть вот такую информационную изоляцию, это был бы выход. Потому что, во всяком случае, часть людей, более активных, которая может себе это позволить, поехать посмотреть, поехать воспользоваться какими-то услугами, напитаться альтернативными источниками, какими они хотят получить другую информацию, пообщаться с новыми людьми. Это может наполнить новыми смыслами застоявшуюся ситуацию, в которой они живут 30 лет. Это страшно. И это
приоткрывает окно возможностей для людей, которые являются заложниками, как и люди на Донбассе являются заложниками. То есть здесь кто-то должен быть просто выше. Скажите, пожалуйста, как вообще, насколько сильно отличается свободная территория Молдовы от территории оккупированной, от этой самой Приднестровской Молдавской Республики? Самый вот простой момент. Как туда попадают? Есть какие-то там, не знаю, шлагбаум стоит, какие-то стоят, там есть какая-то разделительная полоса, есть какая-то нейтральная полоса, которая никому не принадлежит. И, ну, понятно, что она принадлежит Молдове, но вот сейчас формально никем не контролируется. Если ехать Если заезжать на территорию Приднестровья с Украины, вас сперва проверят наши, выпустят пограничники из страны, и дальше вы направитесь на так называемый Приднестровский пограничный пункт. Это из Одесской области, да, я как-то Да. даже пару раз пытался этот путь проделать, меня 2 или 3 раза заворачивали приднестровские. Да вы что? Да, что-то не вызвал я у них доверия никакого, у сепаратистов. Если вы захотите в Молдову, я вам расскажу, как объехать через Паланку. Отлично. Вот, у вас проверяют документы, выдают миграционную карту на бумажке, и там указано время транзита, это, как правило, сутки, и вы проезжаете Приднестровье, оно такое продолговатое, вы его горизонтально пересекаете, это буквально там километров 30, может, чуть больше, 40. И дальше на выезде сдаете эту миграционную карту. А дальше уже территория свободной Молдовы. Дальше уже территория свободной Молдовы, подконтрольной Кишиневу, как говорится. И там стоят молдавские пограничники, которые даже не выходят, которые даже не проверяют. Вы знаете, меня этот вопрос всегда удивлял. То есть Молдова настолько не хочет накалять обстановку, Молдова настолько зажато себя ведет, что даже в некотором роде не дорабатывает то, что она должна дорабатывать. А проверить документы, а поставить печати, а может кто-то едет в командировку. Знаете, вот такие вот бытовые вещи. Вот там просто стоит машина, там просто какой-то стоит пост деревянный. Вот они просто не нагнетают обстановку. Вот просто стоят, чтобы, не дай бог, ничего не произошло. Но граница как-то обозначена? Конечно, вот Приднестровская граница обозначена, там светская символика, красно-зеленый флаг, люди в форме с автоматами, все как на настоящей границе. У вас проверяют документы, могут позвать на разговор. Вот я когда начала интересоваться вот этой аккредитацией в ОКК, последний раз у меня были проблемы, ко мне были вопросы на Приднестровском контрольно-пропускном пункте, а я просто ехала на футбол. То есть вот так это все работает. Это все создается для того, чтобы оказывать давление. Не потому что им жалко, чтобы вы пересекали, а вот едет журналист, он лезет куда-то не туда, куда выгодно России, куда выгодно режиму. Давайте его посидим, поспрашиваем час. То есть в каком-то роде это и небезопасно, в каком-то роде и не стоит особенно нервировать по этому поводу. Но это все равно сигнал о том, что не надо заходить в эти процессы. Нам удобно сидеть и в тумане принимать решения, вот то, что мы хотим, договариваться, как мы хотим. Что там происходит? Вот мне кажется, нашим читателям, вашим слушателям, зрителям было бы очень интересно знать, что происходит на границах Украины, где Россия фактически монополизировала все процессы в переговорном формате. При этом дав обязательство до 2002 года вывести свои войска. То есть уже почти 20 лет пересидела, почти 20 лет пересидела. Плюс ко всему надо еще не забывать, не просто же там присутствует Россия, там же действительно есть целая армия, фактически, с юго-западных границ Украины подпирает еще и российская армия. Это мы прекрасно понимаем, что такое российская армия. Мы знаем, что российская армия, собственно говоря, захватила Крым, и российская армия действовала часто, конечно, прикрываясь какими-то там алкоголиками, шахтерами, трактористами, но тем не менее, российская армия захватила часть Донецкой и Луганской областей. Да. Скажите, пожалуйста, вы упомянули футбол. То есть, насколько я понимаю, несмотря на непризнанный статус Приднестровья, несмотря на то, что это, по большому счету, такая с юридической, с дипломатической, с политической точки зрения, это черная дыра, там проводится международный футбольный матч. Тем не менее, как это вообще возможно? Я бы, с вашего позволения, разделю на две части мой ответ. Как это воспринимать с точки зрения УЕФА, с точки зрения футбольной дипломатии?
Это, наверное, лучше объяснит спортивный журналист, который знает эти организации глубоко. С точки зрения реинтеграции, то, что в Молдове, в Тирасполе прошел матч такого уровня... Давайте разделять. Мы не будем разделять, просто давайте пояснять. Тирасполь — это территория Молдовы, но временно сейчас не подконтрольная Молдове. Это, собственно, город, который сепаратисты считают, и Российская Федерация, и российские, значит, спонсоры сепаратистов считают столицей вот этой самой Приднестровской Молдавской Республики, которая никем не признана. Прошу прощения, что перевел. Спасибо за уточнение. И там есть футбольная команда «Шериф». Одноименная холдингу, бизнес-холдингу, который фактически и заправляет всем. На стадионе, который называется тоже «Шериф», недавно состоялась игра нашего донецкого «Шахтера» с тираспольским «Шерифом». И я по этому поводу опубликовала пост у себя на Фейсбуке. И вы знаете, коллеги, некоторые мои читатели сравнивали, что вот как так можно, это все равно, чтобы в оккупированном Донецке вот прошел такой матч. Нет, не все равно. Внимательно здесь нужно, потому что «Шериф» играл как молдавская команда. Понимаете суть? Они представляли на игре такого уровня, как Молдову. То есть это и есть вот реализация вот политики вот таких вот мелких шагов, когда Приднестровье называет себя Молдовой, принимает правила игры, которые основаны на принципах территориальной целостности. То есть если это можно сравнить другим образом. Если в освобожденном Донецке будет играть донецкая команда, представляя Украину, это же то, к чему мы стремимся, правильно? Вот и вся аналогия. То есть здесь тоже нужно понимать, как, с какой точки зрения оценивать вот эти процессы. Поэтому, ну, как, конечно, футбольная организация позволила себе принять вот такие требования, провести матч на неподконтрольной части страны, я думаю, к этому могут возникнуть вопросы на более высоком уровне, уже непосредственно к политикам, к представителям этой организации, как это вообще прошло, вот этот фильтр переговоров, фильтр организации, но это уже другой вопрос. Но с точки зрения реинтеграции, на мой взгляд, здесь как раз все в порядке, и Молдова от этого выиграла только. Скажите, пожалуйста, вернемся к тому, как там все это изнутри выглядит. Что происходит в Тирасполе, что происходит в других городах вот этой самой непризнанной Приднестровской Молдавской Республики? Я так понимаю, что там во многом все это законсервировалось в том самом начале 90-х годов, когда произошел распад Советского Союза, и когда, собственно говоря, появилась вот эта вот самая Приднестровская Молдавская Республика, когда сепаратисты захватили часть территории Республики Молдова. Что там вообще, как это все происходит? Как жизнь обстоит? Как там, я не знаю, как автобусы ходят? Что продается в магазинах? Сколько это стоит, если сравнивать с ценами в Киеве и в Кишиневе? Первое, что бросается в глаза, это, конечно, российские флаги. Я даже находила информацию, что это считается как их второй государственный так называемый флаг. То есть возле государственных учреждений, их режимных объектов вывешены приднестровские флаги, это красно-зеленый, и российский флаг, и, может, там еще там какие-то... Жизнь, на первый взгляд, ничем не отличается. Дороги, магазины, кинотеатры, институты. Очень мало людей на улицах. Я думаю, что в принципе людей очень мало, потому что люди при каждой возможности выезжают, покидают. И вот все, что остается там, это население плюс 60 даже. То есть... Чаще можно заметить военных на улицах Тирасполя, чем в других городах. Осмелюсь предположить, что это тоже о чем-то говорит, о каком-то таком особом подходе в правоохранительной работе. А так, если просто приехать погулять, можно, конечно, погулять, но осторожно, смотря с какой целью вы едете и кто вы. А следят какие-то спецслужбы приднестровские или спецслужбы российские? Вы знаете, как обычно следят? Либо камеры, либо люди... Топтуны. Либо топтуны. Камер в Тирасполе, так как в Берлине, нет. То есть это значит, что нужно следить. Это значит, что есть топтуны.
значит, нужно следить, что говорите, с кем говорите, как говорите. И это правда. Я убедилась в этом вот благодаря моим коллегам. Есть такое издание Дискиди МД. Между прочим, советую черпать у них информацию о Молдове. И я как-то с ними попросилась поехать в Приднестровье, когда они писали репортаж о том, что думают в Тирасполе о досрочных парламентских выборах. Ну, просто подходили к людям. И вы знаете, вот этот эффект, когда страх говорить журналистам, именно вот страх говорить на улице с журналистом, с незнакомым человеком, а еще журналистом, который обращается на румынском языке, он просто читается не то что в глазах, какая-то аура появляется, которая вот, ну, ты просто чувствуешь, что тебе не то, что здесь не рады, что ты сейчас отойдешь, и человек куда-то позвонит. И такая была. Вот мы где-то, вот мои коллеги опросили человек 10, и вот у нас идешь по улице, вот можно задать вопрос, вот как работают люди У нас тут вот камеру видят, полях. очередь выстраивается что-нибудь сказать, да? Да, то есть звонят, какие-то смс-ки в эфир шлют. Там такого нет. Лучше не говорить, потому что уже на уровне рефлекса себя сдерживать, чтобы не было проблем. Ну, что тут говорить, если самая такая статья криминального кодекса в Приднестровье — это за критику президента. То есть криминальная ответственность за критику президента. Можете себе Как в представить? Беларуси. Это, кстати, один из самых распространенных сейчас, по крайней мере, одна из самых используемых, вернее, статей Уголовного кодекса. Там несогласных, недовольных берут и обвиняют в том, что там написала что-нибудь в Твиттере про Лукашенко, сказал что-нибудь на кухне про Лукашенко, соседи донесли, иди в тюрячку. Да. Чем люди вообще занимаются? Где работают? Где нужно зарабатывать деньги, если ты живешь где можно зарабатывать деньги, если ты живешь в Тирасполе? Куда тебя возьмут работать, если так вот судьба сложилась, что ты родился и вырос в Тирасполе? Могут рекрутировать в 14-ю армию, например. Россияне берут себе местных наемников. Да, то есть это такие распространенные международные нарушения, которые Россия осуществляет везде, во всех странах, где она вторгается на чужие территории. То есть там стоит армия, и в принципе Россия, тут еще даже не подпитывается другими обстоятельствами. То, что когда все-таки Молдова показывает характер и как-то перекрывает ротацию российских военных через аэропорт, а через Украину это уже стало после 2014 года невозможным, в Молдове один аэропорт, они россияне рекрутируют из местного населения, а потом оказалось, что это еще и выгодно. Почему нет? Потому что милитаризация местного населения, паспорта и все вытекающие из этого последствия. Где еще можно работать? Можно работать в магазине. Макдональдсов там нет, извините. Вот как у нас любят шутить на эту тему, что получил диплом, идешь в Макдональдс. Даже этого там нет. Что еще можно? Можно, например, работать на Приднестровском телеканале государственном, который воспевает, восхваляет господина Красносельского и приближенных. То есть воспевает режим. Можно работать, вот такая базовая инфраструктура, которая необходима для какой-то минимальной жизнедеятельности, магазины, какие-то больницы, это есть, вот там можно работать. Ну, а если, конечно, ты хочешь заработать каких-то денег, тебе нужно как-то продвигаться, наверное, по карьерной лестнице в шерифе, в правоохранительных органах, ехать в Европу, но для этого надо сначала выучить сначала румынский, а потом английский. Ехать в Москву можно. То есть очень многие люди выезжают Уезжают в Россию? Да? Конечно. Я вот сейчас, как раз вы начали рассказывать, я залез на сайт, собственно говоря, Первого Приднестровского телеканала, посмотреть, какие там программы есть. Есть программа, которая называется «Великая Отечественная война». Есть две программы про президента. Одна, естественно, самопровозглашенного. «Эфир с президентом». Одна называется программа, вторая называется «Диалоги с президентом». Что еще есть? Видите, как? Да. Прекрасно. Есть программа
сейчас скажу, Приднестровье наше все. Есть программа «Русское Приднестровье». Ну да, я могу себе представить, собственно говоря, в качество. Кстати, что с ценами? Какие зарплаты и какие цены? Ну, вот если мы представим, что повезло, и все-таки там, значит, поборол брезгливость, устроился работать на телеканал «Первый Приднестровский», какую зарплату получать? В среднем какая зарплата в Приднестровье, в Тирасполе? Я вам не скажу, какая зарплата на Приднестровском телеканале. Нет, но я вот это условно говоря, средняя зарплата в республике, в так называемой республике, или средняя зарплата в Тирасполе какая? Я вам могу сказать, что с финансовой точки зрения они очень гордятся тем, что у них очень дешевые коммунальные услуги. Это неудивительно. Слушайте, это прям вот Донецк с Луганском, они Да. тоже... Ну и что, значит, у нас тут бандиты при власти, ну и что все распилили на металлом, зато у нас вот низкие цены на горячую воду и на газ. Да, у них своя валюта, у них своя платежная система. Вот у нас Visa, MasterCard, у них есть карточка «Радуга». Вот, платежная система. Вот они так живут. Я вам не скажу, как градируются зарплаты, но логика такая, что они приравнивают молдавский лей, например, к приднестровскому рублю. То есть это все эквивалентно. Я помню, в 2015, по-моему, году они оценивали свой рубль фактически как доллар. То есть там финансовая система совершенно не отражает реальность, но отражает реальность то, что Россия донатит в их экономику большую часть вот, денежного оборота. Еще такая же, наверное, часть — это черная контрабанда, которая крутится в этом регионе. Ну и долг за эти донаты, я их так в шутку называю, конечно, вешают на Кишинев. Поэтому Кишинев мало того, что потерял территорию, потерял контроль над территорией, надеюсь, еще не потерял, еще и должен оказался денег России. Слушайте, это прям вот всюду такое. И с Украины так, отобрали, забрали, а потом говорим, так, платите. А с Грузией тоже такое. У вас там долгов такое количество. Да это же, ну, ребят, вы пришли, украли, убили, забрали, а теперь говорите, что долги на нас висят. Вообще, в магазинах есть продукты? Эти продукты какие? Это местное производство? Там что-нибудь, я прошу прощения, что-нибудь кроме этого коньяка «Квинт» производят еще само Приднестровье? Они и производят, и продают в Европу, и в Украину продают. А как возможно продавать? Они продают как Молдова. Видите, когда им выгодно, они продают как Молдова. Когда невыгодно, они кричат, что Приднестровье наше все. Но тут даже я не думаю, что это их решение. Возможно, даже в какой-то степени это успех Молдовы в этом процессе. И вот успех вот должен идти вот такими шагами. Малыми, но эффективными и уверенными. Поглощением на законодательном уровне всех процессов, которые проходят в Приднестровье. Что продают-то они? Молоко, сыры, колбасы, овощи, фрукты. Там есть базар в Тирасполе, такой хороший, мед продают, все продают. Как это относятся к Украине? Каково отношение там людей, которые живут в Приднестровье? Вот к вам, вот вы говорите о том, что я вот приехала, я украинская журналистка. Как они относятся к вам и к стране, из которой вы прибыли? Вы знаете, они считают, что Украина сейчас вдруг перестала их поддерживать, потому что до 2014 года политический истеблишмент в Киеве все-таки подыгрывал России и ротация военных происходила через украинскую территорию очень часто, очень в больших объемах. И сейчас, конечно, жители Приднестровья, они сравнивают эти моменты и задаваясь вопросом, почему Украина поменяла к нам отношения, вот это же огромная часть украинцев здесь живет. Как они говорят? Вот Приднестровье — это немного национально, как межнациональная такая община, где живут молдаване, украинцы и русские в одинаковых количествах. Ну, правда, почему-то мир-то русский, вот они русско-молдо-украинский. Это, конечно, вопрос. Ну вот на этих настроениях они, конечно, сейчас оценивают, как будто Украина сбилась с пути, вот, не поддерживает Приднестровье. И сейчас очень много нарративов в российской пропаганде, что
именно Киев культивирует вот эту ненависть к Приднестровью, что Киев и Кишинев в сговоре, вот сейчас договорились блокировать миролюбивый Тирасполь, вот такие настроения. То есть а Тирасполь сейчас, последние года, просто оказался окружен недругами и кровожадными соседями. Вот это такой среднестатистический срез, как оценивается ситуация. То есть все-таки создают образ врага теперь еще и Обязательно. из украинцев, причем Обязательно. такой образ врага, который может даже потеснить образ врага молдавского, образ врага румынского. Я думаю, что врага румынского Киев не потеснит. Ну, с какой-то точки зрения стратегии гибридной вот такой, это даже невыгодно, потому что на ненависти к Румынии все и держится, весь конфликт, раздувание этого конфликта держится. А образ врага из Киева удобно создавать, потому что общая граница. Потому что если Киев будет придерживаться стабильной проевропейской политики, какая бы власть в Молдове ни пришла, им сложно будет продвигать пророссийский курс, потому что Румыния член НАТО, член Евросоюза. Если Украина тоже будет стабильно придерживаться своих международных заявленных обязательств, куда Молдова денется? Только два соседа, Украина и Румыния. Молдове придется выстраивать выгодную для себя политику, учитывая вот, политику, которая существует в соседних государствах. Поэтому Киев сейчас нужно демонизировать, выбить. И, ну, если не первый враг, то второй враг, даже больше, чем Кишинев. Спасибо вам большое, Марианна. Я напомню, что гостем сегодняшней программы «Правильно Моцарской» была Марианна Присяжнюк, журналистка издания «Главком». Еще раз вас благодарю. На этом прощаемся. Всего хорошего.